Дверь открой. Зайди от меня, пожалуйста. Дверь открой. Дверь Зайди от открой. меня. Почти каждый день квартира Людмилы Карповой сотрясается от криков и пьяных дебошей сына. Алкоголь меняет мужчину до неузнаваемости. За плечами Игоря Карпова служба в Афганистане и Чечне, героические подвиги и медали. 20 лет проработал в милиции. Выпивал от случая к случаю, но после выхода на пенсию спился окончательно. Под горячую руку, как правило, попадает родная пожилая мать, которую крепкий мужчина не щадит. Он и бил, и что только толкал, и шибал. В общем, какая-то вещь я была. Ломал дверь, сносил металлическую. И его, в общем, осудили на 8 месяцев. Потом, значит, он пришел и опять запил. Полгода я билась, куда только не обращалась. Ходила на прием к Арапову, дошла до администрации президента. Безутешная мать просила избавить ее сына от зависимости, но все без толку. Без добровольного согласия человека речи о принудительном лечении быть не может. Это закон. Человек подписывает письменное информированное согласие, за исключением случаев, оговоренных в законодательстве. Это лечение по решению суда и лечение лиц, признанных недееспособными. Ни под одну из этих категорий сын Людмилы Александровны не попал. Уговорить Игоря Карпова пройти курс реабилитации помогли в управлении уголовно-исполнительной дирекции. Постарались убедить товарища, что ему действительно надо пройти это лечение, и семья, потому что он потерял работу, развелся, жена с ребенком от него ушли, отвернулись, с ребенком видеться не дают. Это именно психологическая ситуация сложилась в данной семье. И методом убеждения я им пообещала, что если он вылечится, пройдет курс лечения, я постараюсь пообщаться с женой, и чтобы они нашли опять контакт. За это время Людмила успела лишь перевести дух. Уже в воскресенье сын снова вернется домой. Что ее ждет, она может только предполагать. К сожалению, подобные ситуации не редкость, и бороться с такими домашними тиранами непросто. Если факт преступления доказан не был, то привлечь дебошира к уголовной ответственности получится вряд ли. В этом случае юристы советуют пойти другим путем. Если человек проживает в семье и по существу, с точки зрения моральной, то есть он перестал быть членом семьи, то есть он там буянит, то есть там сквернословит, постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, здесь нужно пробовать его, конечно, выселить. Но имеется ли действительно основание для его выселения, здесь будет решать только суд, потому что выселение у нас возможно только в судебном порядке. Впрочем, идеального рецепта для решения этой проблемы на данный момент не существует. И вопрос, как обезопасить себя от единственного сына, который кулаками вышибает из матери любовь, похоже, пока остается открытым. Алена Блеч, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.